В этом году в ежегодном турнире, посвященному памяти кавалера ордена Леона Гиви Смыр, принимают участие по 6 команд 2011 и 2008-2009 годов рождения. Нужно отметить, что в этот раз в турнире принимает участие команда из Луганской Народной Республики. Форматы детско-юношеских соревнований по футболу определяют продолжительность игры и перерывы между таймами, размеры футбольных площадок и полей, размеры ворот, мяча, количество футболистов, находящихся на поле, количество замен. О том, по какой системе проводится турнир и как определяется победитель, рассказал главный тренер футбольного клуба «Афон», тренер филиала «Зенит Абхазия» Армен Капикян. Турнир проходит по системе, что играет каждый с каждым. То есть все 6 команд сыграют друг с другом. И по итогу этих игр будет выявляться первое, второе, третье и далее четвертое, пятое, шестое место. Футбольную игру сложно представить без ровного насыщенно-зеленого поля, которое буквально завораживает своей свежестью и мягкостью. Так и хочется пробежаться по нему, представив себя одним из виртуозных игроков. Ведь залогом первоклассной игры является не только подготовка спортсменов, но и идеальная площадка для игры. Сегодня у юных футболистов есть невероятная возможность проявлять свои профессиональные навыки на живом футбольном поле в Новом Афоне. Мы играли с 30 Гудаутой, выиграли 4-2, я забил 2. Потом играли вчера с Сухумом, выиграли 3-0. Там я дал 2 голевые, и сегодня вот игра с Сандрипшем. Абхазия – одна из первых республик, которая поддержала футбольную школу Луганска еще с союзных времен, отметил генеральный директор Республиканского Луганского футбольного союза Юрий Малыгин. В этом году мы привезли академию «Металлурга» Алчевск. 2 возраста, довольно-таки интересные игры. Я всегда говорю, чем больше товарищеских матчей именно для детворы мы делаем, тем быстрее они растут. И, соответственно, все-таки наши ребята уже между собой наигрались, как мы говорим. Здесь, в Абхазии, тоже уже ребята уже друг друга знают уже. А здесь где-то как-то я всегда говорил, что абхазская и донбассовская школа, они настолько сильны, настолько популярны. Давайте даже посмотрим, какие ребята сейчас играют в чемпионате России, Белоруссии, даже в Европе. Так что это все выходцы из бывшего Советского Союза. Так что только одни позитивные моменты от этих встреч, от этих турниров. По словам организаторов, главная цель турнира – это пропаганда здорового образа жизни, популяризация футбола среди детей, привлечение детей и подростков к систематическим занятиям физической культурой и спортом, развитие дружеских связей между городами СНГ, также выявление сильнейшей команды. Я на отдыхе здесь и приехал к своему воспитаннику, к Армену Капикяну, и попал на этот турнир посмотреть ребяток, отметить кого-то для себя. Самое главное, что мы видим, что есть ребята, интересные ребята, которых мы приглашаем для просмотра и, возможно, для того, чтобы ребята оказались в наших командах. По футбольным параметрам, если говорить, то есть мальчишки и технически хорошо подготовленные, и в некоторых командах и тактически себя показывают. То есть видна работа и тренеров тоже. Для участников турнира «Новоафонская пещера» подготовила денежный призовой фонд. За первое место 30 тысяч, за второе 20, за третье 10. Также все участники турнира будут награждены кубками, медалями и грамотами. Организаторами турнира выступил отдел молодежи и спорта администрации города Новый Афон. Адица Сагария, Заур Кварча, Абхазское телевидение.